Я знаю, что это странно, наверное. Это будет даже, может, глупо, и это может звучать пафосно. Но лично для меня первый раз, когда я на войне расплакался, это было как раз 20 июля 2016 года. Потому что на войне, да, умирали наши друзья. Андрей Попов умер первым на позиции в Авдеевке. Я не расплакался. Ну, потому что, знаете как, вы пришли на войну, здесь убивают, это нормально. Самое ужасное, что вы к этому привыкаете, в этом нет ничего страшного. Это нормально. Ненормально, когда в гражданстве кого-то убивают. И когда мы накануне с Пашей Шеметом говорили, он брал какое-то интервью, а в утро, рано утром был в Авдеевке, на позиции боевой. Меня комбат попросил поехать встретить журналиста, которая приехала на Девятину, это, кто знает, Авдеевку, чтобы забрала я ее, это гражданская позиция, и привезти на позиции боевые, чтобы она там сняла репортаж. И когда я взял Ирину Сампан, это Ирина Сампан была, она говорит: ты знаешь, что случилось в Киеве? Я говорю: я не знаю. Ну, я в машине еду. Она говорит: там подорвали журналиста. Я говорю: ну, как подорвали? Ну, да, кто это? Он: Паша Шемет. Я тогда впервые на войне расплакался, это было поздно вечером уже. Я был на КСП, мы внизу жили под землей, а курить выходили чуть выше, и после 6 нельзя было выходить, потому что обстрелы начинаются. И я все равно чуть вышел, посидел в темной комнате, там без окон, и сидел, курил, послушал Dire Straits, поплакал немного, но и спустился вниз, потому что стало страшно. На войне у вас есть всегда надежда, что вернетесь в гражданство. Снимите форму, возьмете сигаретку, пойдете по долу курить, ходите свободно, не думая о том, что все подорвется и оторвется у тебя нога или у кого-то твоего друга. С того момента точка безопасности пропала. Ее нету. Сейчас здесь.